поделиться наблюдением. Сегодня, буквально несколько часов назад, я в одной встрече участвовал с коллегами, ну, тоже из средств массовой информации, это китайская делегация. Значит, с нашей стороны несколько человек было и с их. И был переводчик наш, то есть девушка-татарка, которая переводила с русского на китайский и в другую сторону. Значит, один из спикеров с нашей стороны говорит: мне легче на татарском выступить. И я первый раз такой в жизни увидел, переводчица переводила уверенно с татарского на китайский. Я первый раз слышал в жизни такой перевод, и наоборот. То есть ответы китайцев она переводила на татарский. То есть, ну, это вроде вот где-то улыбку вызывает, да, но бывает и так, оказывается. Вот это меня, конечно, удивило. Это здорово на самом деле. И, может быть, вот вы обратили внимание, у нас же впервые вот в самоучителе полилингвальный словарь, который содержит китайский язык. То есть мы татарский язык уже в одном языковом пространстве, да, соединили с китайским языком. И китайскую часть этой книги мне помогала делать моя аспирантка Синхуа Цань. Где-то мы полгода, это включенная очень сложная работа была, потому что китайских языков много на самом деле, не только путунхуа, мандаринский, но есть кантонские китайские языки, которые очень сильно отличаются от китайского литературного. То есть мы зачастую даже не представляем вот все это языковое многообразие, да, больших стран, таких как Китай и Индия. И у нас вот одна из таких глобальных идей, это, конечно, как мы это называем, глобальная татарика. То есть представлять татарский язык на мировых языках, да, это и у нас в Казанском научном центре, и Российский университет дружбы народов общий проект. Вот сейчас мы работаем над экспресс-курсом татарского языка на английском и китайском языках. Потому что, вы знаете, интерес есть. Вот, например, в Китае сейчас тюркология на взлете. Тюркология на взлете. У меня есть знакомые, которые серьезные профессора из Харбина, из Шанхая. Вот они там и журналы научные о тюркологии, да, на китайском языке. У них колоссальная потребность в расширении своих знаний о татарском языке, о татарской культуре. Да, и, собственно, все равно английский тоже является таким языком основным, да, и науки, и международного общения. Это, мне кажется, нормальный шаг, когда мы, вот как бы минуя фактор русского языка, в том числе, можем вот создавать какие-то новые такие коммуникативные, да, просторы. Татарско-китайский, допустим, да, или татарско-турецкий, но это уже в практике есть, татарско-арабский. Почему нет? Вполне и по этому вектору, да, может развиваться такое вот научное творчество. Такой вот вопрос. Интересно, есть ли в мире такая практика, когда, допустим, у какого-то народа был язык или утрачен, или очень малое количество носителей осталось, и он все-таки был реанимирован, кроме иврита? Вот мы не про это, вот другие есть истории подобные? Есть истории, но это, вы знаете, истории с разным успехом, потому что иврит, да, понятно, это вот, в общем, этот пример известен всем, но попытка, например, сейчас перезапустить каталанский язык в Испании. Да, очень сложно идет этот процесс, потому что все-таки каталанский язык не может устоять, да, перед таким культурным и социальным давлением, напором испанского языка. Это тот же баскский язык, например. Да? Но интересные примеры, когда языки небольшие по количеству носителей, они могут, вы знаете, аккумулировать какие-то вот такие очень большие энергии, да, интеллектуального развития. И, например, вот тот же самый армянский язык. Очень интересный феномен, потому что на фоне других мировых языков на армянском языке говорит не так много человек, но на армянский язык переведена практически вся мировая литература. Кого вы только не найдете. Там от каких-то античных текстов до
Пелевина, допустим, да. То есть огромный вот этот вот культурный пласт представлен на небольшом языке. Я бы тут добавил, тут важную роль играет, наверное, письменность, потому что армянская письменность, она какая была, такая есть. А, допустим, в случае с татарским языком, ну, если мы с вами сейчас захотим прочитать книгу, изданную там 100 с чем-то лет назад, скорее всего, мы не сможем. Это да, но здесь еще, вы знаете, какие-то внутренние установки. Ведь на татарский язык, на татарском языке тоже огромное количество переведенной мировой литературы. Мне рассказывают, что и Том Сойер есть на татарском. Где это все? Вот это большой вопрос. То есть мы все равно в начале вот цифровизации нашего языкового наследия, потому что, ну, например, часто жалуются, что нет почти, да, детской хорошей литературы на татарском языке, хотя вот люди не знают, мне кажется, есть как раз на татарском языке много хорошей детской литературы, но можно мировую детскую классику читать на татарском. Это в советское время. Поттер, там, Ну, насчет Гарри Поттера я не знаю, вопрос, но, допустим, Маршак, тот же Марк Твен и так далее, это все есть на татарском языке. Просто нужно найти, показать, переиздать, может быть, выложить в интернете, как-то перезапустить, чтобы это заиграло другими красками. А ведь это на самом деле очень важно, когда вот в языковое поле будут возвращены вот эти вот переведенные произведения. Вот про книги я что хотел сказать. Одна история есть интересная, которую наши журналисты раскопали. В Самаре нашли, значит, одного активиста. Он занимался, его бизнес – это сбор макулатуры. И однажды он нашел какое-то количество книг старых, книг разных писателей, ну там, западных, русских и так далее, переведен на татарский язык. И он, значит, эти книги решил макулатуру не сдавать, он решил какую-то вторую жизнь им дать. И он потом, история получила развитие, он начал собирать книги на татарском языке, именно которые не в ходу, но когда-то были изданы. И для многих людей это было открытие, что, оказывается, и мировая классика издавалась, и другие книги и так далее. То есть, ну, я сам помню из своего детства, вот у меня там двоюродная сестра работала в библиотеке и всегда приносила домой, ну, тоже западную литературу, мировую литературу на татарском языке. То есть сейчас мы почему-то действительно этого не видим. Хотя мы и не можем сказать, что книг издается мало. То есть книги-то есть. Ну, просто я думаю, проблема может быть в том, что мы стали мало читать в целом литературу. То есть, но зато много читаем чатов, каналов, смотрим телевизор и так далее. Вот, знаете, есть такой феномен, вот, по-моему, в плане потребления, так сказать, языка. Вот есть большое количество людей, которые не читают на татарском, но зато они слушают музыку. Да. И у нас, в принципе, это очень большой пласт поп-музыки есть, татароязычный, радио, телеканалов несколько штук татароязычных. То есть, может быть, просто форма потребления информации на татарском языке поменялась. Да, это интересная мысль. Я тоже, кстати, вот у меня такое наблюдение, да, и было, что через музыку идет очень большое вовлечение, да, татароязычное. И, собственно говоря, моя жизнь тоже это иллюстрирует, потому что, наверное, вот один из важнейших факторов, который помог мне выучить татарский язык и поддерживал вот эту эмоциональную высоту, это песня. Потому что татарский народ действительно очень музыкальный и располагает огромным количеством и талантливых исполнителей, замечательных песен. Я сам, например, очень люблю Ильхама Шакирова, вот, и в моем плейлисте, ну, практически все его песни, начиная там от «Чигарсынман каршы алырга» «Сарман вальсе», да, и заканчивая там, допустим, «Арща», и так далее, и так далее. То есть через музыку, через вот так называемый мон, да, происходило тоже приобщение к татарскому языку. Сами петь не начали? Ну, есть только про себя, да. Магнетизм татарского языка, вот как раз действительно он очень связан с его музыкальностью.
Поэтому, может быть, да, вот через песенную, музыкальную культуру, но татарский народ — это народ богатейшей литературы, особенно поэзия. То есть это народ, безусловно, поэзия центричный, и очень много талантливых имен, вот, и театр тоже, драматургия. То есть здесь очень много вот таких высоких измерений культуры, где звучит язык, где может быть вот такое полноценное приобщение к татарскому языку. То есть у людей есть выбор, как прийти, через что прийти, через какое измерение, да, к татарскому языку, вернуться к языку предков. Это не у каждого народа такое есть. Вот еще есть такой аргумент, те, кто призывает учить татарский и хочет учить, они говорят, если вы будете знать татарский, то вы сможете общаться там, вот в Турцию, например, приводят, другие государства, где тюркские языки. Ну, на практике по-разному. Знаете, если вы в Турции Исяныса скажете, вас, скорее всего, не поймут. Конечно, да. А если вы скажете Рахмат, ну, тоже особо не поймут. Это да. Поймут, но они поймут не так. Это там относительно умерших людей употребляется обычно. Поэтому, ну, скажем так, прийти заговорить на татарском, скорее всего, это эффекта не вызовет. Понимание, точнее, не вызовет. Но а в чем тогда преимущество? А преимущество колоссальное. Татарский язык — ресурсный язык. Конечно, здесь речь не идет о стопроцентном понимании, вот мгновенном, там, турецкого и так далее. Но если, например, мы изучаем турецкий язык, зная татарский, но вы знаете, это та же структура фактически, да, морфология, синтаксис, грамматика. То есть это для русского человека очень сложно на самом деле понять, разобраться с татарской грамматикой. Я говорю, часто привожу пример самолет тюшеп-утурде. Почему не утрып-тюште, например, да? Может быть огромное количество вариантов, но именно тюшеп-утурде. Турецкий язык, ну, я говорю, что это примерно та же, да, система грамматических координат, половина лексики совпадает. Мин кильдем, бен гильдим, допустим, да, там мим, мин билем, бен бильорум. Плюс арабизм, общее, конечно, вакит, вакит, огромный. Конечно, бывают такие интересные, как это называется, ложные друзья переводчика, когда по-татарски арба телега, а по-араба автомобиль, но те люди, которые владеют татарским языком, очень быстро могут войти в турецкий язык. Собственно, во все языки тюркские, ну, может быть, кроме якутского и чувашского, которые очень сильно отличаются. И вы знаете, более того, вот эта агглютинативная типология, вот извините за такой научный термин, те люди, для которых татарский родной, или которые владеют татарским языком, намного проще, например, японский или корейский языки учить. И есть замечательная теория Старостина, да, о родстве японского и татарского языков, тюркских языков. Вот я японский изучал, вы знаете, столько общего на самом деле и на структурном уровне, и даже довольно много лексических совпадений. Например, дом по-японски, по-татарски и, по-японски ие. Да, уходить ки по-японски, китаргя, да. Японцы, например, мин китем, японцы скажут ватаси но кимасита. Вот это вот ки, уходить, да, это сохраняется. То есть вот какие-то такие ключи очевидные или неочевидные, но они есть, и они помогают. И здесь очень важный момент – это произношение. Потому что часто я об этом говорю, те люди, которые владеют татарским языком, им намного проще говорить по-английски. Это беда вот носителей русского языка. Ну вот я, например, для меня русский родной, и я знаю, что я по-английски говорю с акцентом. Как бы я его ни изживал, у меня не получается. Вот русский акцент,
У меня есть знакомые, которые прекрасно как бы говорят на английском, этнические татары, с татарским родным языком у них такой проблемы нет. Потому что звуковой ландшафт татарского языка, который формируется в детстве, да, он позволяет преодолевать какие-то трудности. Вот и в плане произношения, в плане отсутствия акцента. То есть для меня, например, татарский язык, он очень ресурсный. Это ключ к разным языкам, родственным и неродственным. Я хотел тоже небольшим наблюдением поделиться. Вы упомянули якутский язык сейчас. У нас последние несколько лет было такое интенсивное общение с коллегами из Якутии, журналистами. И был такой эпизод, значит, они попросили, они хотели познакомиться с татарской кухней. Ну, естественно, мы их повели в Туган-Авулам, и они говорят, мы хотим посмотреть, что у вас есть из конины, потому что у них основное мясо это конина. Значит, заказали, они, во-первых, сказали, что называется практически так же все, и рецепты те же. То есть практически как якутский все, с небольшими изменениями. И когда мы стали на слух, язык понять сложно. Отдельные слова какие-то улавливаешь, которые похожи, но когда ты садишься и с ними начинаешь разбирать слова, оказывается, сходство больше, чем кажется. Но основное отличие в чем? Они считают, что их язык более близок, так сказать, к исходному варианту, такому протюркскому, ну, какой-то, ну, алтай, скажем, да, то есть более близок, потому что у нас много пришло арабской лексики, фарсизмов через ислам. У них этого не было, и, соответственно, они считают, что, причем ссылаются на турецких тюркологов, лингвистов, они считают, что их язык, он более приближен к, так сказать, базовому варианту, да, а у нас уже, так сказать, лексика изменилась за счет этого. То есть, ну, просто наблюдение.